Добрый вечер, с вами программа «Якутия Лайф» и я ее ведущий Иван Луцкан. Сегодня мы поговорим про Всемирный день безопасного интернета. Цель праздника – это пропаганда более безопасного и ответственного использования онлайн-технологий во всем мире, особенно детей и молодежи. Тема достаточно актуальная в свете последних и политических событий, и событий, которые связаны с безопасностью наших детей, поэтому дату посвящают проблемам защиты пользователей сети и безопасности интернета, позитивного и этичного использования цифровых сервисов, внедрению программ, которые позволят защищать личные и персональные данные граждан. В 2020 году День безопасного интернета отметили более 150 стран мира. В России к этой дате проводят акцию «Неделя безопасности Рунета». В стране проходят различные форумы, круглые столы, конференции, на которых эксперты обсуждают вопросы угрозы в сети, защиты от вредоносных программ и киберзависимости. Но одно дело эксперты, а другое дело мы с вами, жители республики, жители в целом страны, которые сталкиваются с этими проблемами каждодневно, пользуясь даже элементарно нашим интернетом в смартфонах. Поэтому мы сегодня поговорим об этой важной теме с нашими гостями в студии. У нас сегодня подключены заместитель директора Республиканского центра информационных технологий Алексей Красильников и заместитель начальника отдела по противодействию преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Якутии Алексей Мударисов. И также в течение некоторого времени мы ожидаем подключения директора Федеральной лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Задать вопрос нашим гостям можно в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии WhatsApp 8 914 273 44 88. Планшет с WhatsApp находится у нашей коллеги, которая оперативно будет сообщать те вопросы, которые будут поступать именно по WhatsApp. Ну а теперь поехали. Первый вопрос, наверное, Алексей Алексеевич, вам. День безопасного интернета существует, чтобы информировать людей более, наверное, об ответственном отношении к интернету. Как выглядит безответственное использование и опасное использование всемирной сети интернет, на ваш взгляд, и какая информация считается противоправной и запрещенной для пользователей всех возрастов? Приветствую, Иван, уважаемые зрители. Всемирная сеть интернет ранее это была какая-то огромная беспорядочная библиотека, которая использовалась научными институтами, военными для своих узкоспециализированных, таких сложных, зачастую даже только научных задач. Сейчас, как вы все знаете, это огромная коммуникационная площадка, очень сильно развитая. Как Иван и отмечал, у нас мессенджеры, соцсети, WhatsApp, Viber и так далее. Это уже часть жизни. Поэтому сейчас это мало чем отличается от улицы, скажем. Такой пример приведу. Люди в интернете встречаются, общаются, развлекаются, делают покупки. Ну и говоря об ответственном или безответственном использовании, также и мы, когда выходим на улицу, как пример, всегда понимаем, что существуют угрозы, мошенничество, кража денег. Даже переходя дорогу, мы смотрим налево, потом направо. Соответственно, ответственное использование сети интернет также и связываем с этим. Что касается запрещенной информации, в нашем законодательстве четко разделено. И в 149-м федеральном законе это запрещенная информация, такая как пропаганда войны, разжигание национальной, расовой или религиозной вражды. Также и в федеральном законе 436 о защите детей существует такая информация, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью. Информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические, психотропные, алкогольные средства, табачные изделия и так далее. Все эти категории, они отнесены к запрещаемой информации. И да, это угроза огромная, которая нашим государством в виде государственной политики, в виде этих федеральных законов, обязательных требований, как запрет распространяется.
Мгм. Вот как раз тогда, наверное, Алексей Сергеевич, следующий вопрос. Да? Ну, мы часто сталкиваемся с мошенничеством в области интернета. Это когда у нас пытаются там, вытащить информацию наших банковских карт или же обмануть каким-то там товаром липовым заказом или еще чем-то. Вот сколько количество якутян пострадало от такого рода мошенничества? Каким образом ведется противодействие данным преступлениям? Но Добрый вечер, уважаемые жители республики. Значит, по итогам 2020 года у нас зарегистрировано порядка 1900 преступлений, связанных с дистанционным хищением. По сравнению с 2019 годом у нас идет рост на 60%. То есть в 2019 году у нас такая цифра составила 1100 пострадавших. 2020 год 1900 пострадавших. Значит, какое противодействие ведется? Соответственно, профилактика. Мы профилактируем по телевидению, также на экранах Аксиона. Также раздаем памятки, проводим различные профилактические операции, ходим по предприятиям, хотя сейчас это невозможно, но стараемся проводить лекции по крупным предприятиям. Через WhatsApp рассылки, через Instagram публикуем конкретные случаи мошенничеств. Так сказать, развиваем осознанность граждан. А вообще вот считали, какая сумма есть ущерба от действия мошенников? И вот сколько якутяне отдали просто так людям по ту сторону экрана? Я вам сейчас скажу. В 2020 году у нас ущерб составил 183 миллиона рублей. А в 2019 году 74 миллиона рублей. То есть, как видим, положительная динамика, постоянный рост. И, скорее всего, эта цифра будет увеличиваться с каждым годом. Наверняка еще ковид добавил в долю определенную преступлений, потому что перестали грабить на улицах, стали грабить в интернете. Так? Да, совершенно верно. Да. В связи с пандемией люди сидят дома, заказывают через интернет различные товары, соответственно, пользуются услугами банковскими тоже также через мобильный интернет. Соответственно, да, рост связан отчасти и по этому поводу тоже. Вот мы пережили определенный период, когда дети сидели на дистанционном обучении, и понятно, что они пользовались интернетом, и родителям порой, что греха таить, тяжело иногда уследить за тем, куда заходит ребенок, какими он сайтами пользуется. Вот если преступления совершаются в отношении детей, куда обращаться, если ребенок стал жертвой противоправных действий в интернете? Наверное, Алексей Алексеевич ответит, а если Алексей Сергеевич может добавить что-нибудь? Как всегда, обращаться надо в правоохранительные органы. Также от себя добавлю, обязательно, не дай бог такое произойдет, конечно, но собирайте доказательную базу, скриншоты, переписку, записывайте имена. Это позволит разобраться в дальнейшем. А вот какие чаще всего это действия, Алексей? Вот что происходит? Вот каким образом дети становятся жертвами мошенников? То есть какие-то товары им там или еще что-то? Или, может быть, сами дети противоправные действия совершают? И то, и другое. Что касается мошенничества, вот я приводил пример, что это как выйти на улицу. Нехороший дяденька может обмануть. Продать что-то, что стоит очень дешево, задорого, похвалив и просто обманув ребенка. Что касается того, что дети сами становятся преступниками, да, к сожалению, это тоже очень развито, очень сейчас актуально. Виртуальная травля, так называемый кибербуллинг. Если раньше, скажем, десятки лет назад травля была, и, скажем, такие социальные больше вопросы. Сейчас все перетекло в интернет, и также на этих коммуникационных площадках, в социальных сетях разворачивается разного рода травля, буллинг отдельных членов социума наших, будь то дети, будь то взрослые. Что касается примеров,
обсуждали такое, что создаются группы в сетях, в социальных сетях, вывешиваются посты, нехорошие посты о каких-то, скажем, членах класса, да, учеников школы. Ну и распространяются насмешки, угрозы какие-то идут. А далее предлагается просто за деньги удалить этот пост. Один из примеров. Ужасно, к сожалению, но существует и такое в наши дни. Алексей Сергеевич, а вот если взять уже взрослых якутян, чаще всего они становятся жертвами какого вида кибермошенничества и киберпреступлений? Вот покупка товаров, я не знаю, вот эти вот карточки, перевод через фишинговые разные сайты куда-то денег. Вот что превалирует? Ну, в результате анализа, мы постоянно проводим анализ, значит, у нас сейчас больше всего развито, когда звонят и представляются сотрудниками различных банков и таким образом получают доступ к банковской карте потерпевших. Это первый момент. Второй момент. Сейчас у нас очень развиты так называемые биржи. То есть человек, листая там Инстаграм или там, любой ресурс интернета, там выскакивает реклама, там быстрый заработок в интернете, соответственно, там входят в переписку, вступают, там необходимо внести какой-то взнос, через определенный период вы получите там какую-то большую сумму денег, вот, ну и люди вот так вот вкачивают туда свои деньги. Вот у нас вот случай был, вот человек вкачал 9 миллионов таким образом. Вот. Ну и третий тоже случай, такой самый распространенный, это когда человек хочет что-то приобрести, например, через какую-то платформу, интернет-платформу, там, Юла или Авито, и продавец скидывает для оплаты некую ссылку, потерпевший, получается, забивает номер карты по этой ссылке, проходя по этой ссылке номер карты своей, CVV-код, ну и, соответственно, все деньги, которые на карте были, они снимаются. То есть так называемые вот эти вот фишинговые методы. Вот. Но это вот в основном вот эти вот три сейчас вот у нас, три вида, так скажем, мошенничеств развиты. Вот. Прошу вот обратить внимание сразу горожан на вот эти схемы. Ну, вот, по-моему, вот один из случаев, который вы сказали, вот про 9, по-моему, миллионов, это из Мирнинского района. Я вот могу, конечно, ошибаться, я ролик видел, там один из рабочих говорил, что вот он там куда-то заходил, что-то переводил. А вот вы, когда общаетесь с этими людьми, вот что их двигало? Неужели только алчность? Вот хотели быстро денег срубить? Мысль не возникала, что их могут обмануть? Понимаете, мы работаем с каждым потерпевшим. Я стараюсь обзвонить каждого потерпевшего, выяснить причины, да. И причем практически каждый потерпевший слышал о том, что есть дистанционное мошенничество, слышал о том или ином виде мошенничества. Ну, как правило, есть наука психология, да, которая говорит о том, что человеком больше управляют чувства, нежели чем разум. И поэтому, когда мошенники звонят, допустим, представляются сотрудниками различных банков и говорят о том, что сейчас было покушение на ваши денежные средства, соответственно, они человека вводят в страх. Вот. И под этим страхом человек, конечно, он готов, он забывает про всю профилактику, он готов дать свои коды, которые к нему приходят. А касаемо по бирже, да, это, опять же, это жадность, это обычная жадность, которая также стоит выше, так сказать, разума, и только объясняется это этим. Спасибо большое. Наверное, Алексей Алексеевич, следующий вопрос вам в части в целом правонарушений или, точнее, даже неправомерной информации, которая есть в интернете. Очень часто мы сталкиваемся с информацией, которая не соответствует действительности, мы об этом знаем. Допустим, куда необходимо обращаться в этом случае, ну и плюс, если, допустим, информация носит явно или негативный характер, или, может быть, даже с оттенком некоторого криминала.
Но опять-таки, позвольте чуть-чуть добавлю по Да, поводу интернет-мошенничества. Небольшой совет. Да, самый важный, наверное, проверяйте всегда. Если вам звонят, представляются службой банка, у вас на карточке сзади есть, ну, на каждой карте есть телефонная линия банка. Лучше прекратите звонок, позвоните в службу банка, настоящую службу банка, перепроверьте. Если вы совершаете какую-то покупку в интернет-магазине, вы должны понимать, что вы свои персональные данные отдаете этому магазину. Вводя туда свое ФИО, свои данные карты, вы должны ему доверять. Если это очень известная фирма какая-то, очень известный банк, это одно дело. Если интернет-магазин вам неизвестен, ищите информацию, читайте отзывы про этот магазин. Это может вас во многом уберечь. Что касается информации запрещенной теперь. Да, как мы уже сказали, по нашему федеральному законодательству явно определены перечни информации, которые запрещены. И здесь существует у нас уполномоченный орган, это Роскомнадзор, который по своим компетенциям доступ к такой информации дает. Мер несколько. Есть определенный набор мер, которые относятся к операторам сотовой связи, такие как интернет-фильтрация. Это на этапе получения лицензии оператора сотовой связи или телеком-оператора. Все эти вопросы решаются уже. Что касается таких компьютеров, то, конечно, основным нашим средством является антивирус. Не пренебрегайте, используйте обязательно. Спасибо, Алексей. Мне уже сообщают, что у нас на связи директор Федеральной лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Добрый, у вас день, Екатерина, да? У нас-то вечер. Да, добрый вечер, Якутия. Очень приятно вас видеть. И вот вопрос, связанный с последними изменениями в законодательстве. С 1 февраля в России вступил закон о самоцензуре соцсетей. В соответствии с этим документом соцсети должны самостоятельно модерировать и удалять запрещенный на территории России контент, в том числе и тот, который связан с нецензурной лексикой. Вы внесли в Роскомнадзор предложение по 9 площадкам. Вот на каком этапе ваше предложение, потому что оно охватывает все-таки основные наши социальные сети, которыми активно пользуются, в том числе и дети? Да, действительно, закон вступил в силу. Мы больше 2 лет добивались его принятия, появления в России. Связано это было с тем, что еще в 2018 году мы обратили внимание на увеличение случаев нападений детей на школы, на распространение таких групп скулшутинга и экстремистско-террористических сообществ именно в детской среде. Тогда еще руководитель Национального центра помощи Елена Мильская обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с просьбой принять какие-то законодательные меры по пресечению распространения такой информации. Мы предлагали сделать это и взять за основу германский опыт, тот закон, который эффективно уже несколько лет работает в Германии. В чем суть идеи? Самое важное было привлечь сами платформы, сами социальные сети к такому самоочищению, удалению вот этой злой, нехорошей информации. Для этого у них есть все технические возможности, и они нам неоднократно уже демонстрировали о том, что такие возможности есть на примере, например, политической цензуры, которую они часто совершают в отношении российских пользователей. Теперь такой закон появился, они будут обязаны сами модерировать свое пространство, сами находить запрещенную информацию, ее блокировать, удалять и оперативно реагировать на те жалобы, которые к ним поступают от пользователей. Ну а в случае, если они этого делать не будут, то они будут привлекаться к административной ответственности в виде достаточно крупных штрафов. Когда 1 февраля заработал этот закон, мы обратились в Роскомнадзор для того, чтобы они создали реестр тех ресурсов, тех социальных сетей, которые имеют на территории России более 500 тысяч
заходов от пользователей в сутки. И предложили в этот реестр включить 9 основных площадок. Это ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, WhatsApp и Telegram. И чем быстрее Роскомнадзор создаст этот реестр, тем по факту быстрее заработает сам закон, потому что с момента создания этого реестра социальные сети будут иметь 2 месяца на проведение своих платформ в соответствии с нормами закона. Как раз Мы сразу видим, вопрос возникает, да, что... извиняюсь, что перебиваю. Но вот буквально недавно, Да-да. по-моему, вчера Анна Кузнецова, наша уполномоченная при президенте России по правам ребенка, говорила о том, что за последнее время количество вот таких обращений, связанных с информационной безопасностью детей, то, что там на многих сайтах им предлагают ссылки, там зайти на тот или иной видеоконтент, увеличилось. Соответственно, вот с вашей стороны, какова задача, в первую очередь, общественников, чтобы они как-то модерировали и социальных сетей, вот, оградить от неправомерного контента, и что все-таки под этим подразумевается? Как нам сделать интернет более безопасным для нашего ребенка? Ну, по нашим данным, конечно, порядка 43 миллионов россиян состоят в различных деструктивных сообществах в социальных сетях. Из них примерно 8 миллионов — это дети. Это разные плохие группы, например, группы, связанные с кибербуллингом, группы, связанные с пропагандой суицидов, продажей наркотиков, группы с так называемым шок-контентом, ну, это разные насильственные видео, такие как трэш-стримы в прямом эфире, когда показывают истязания людей, убийства даже. И такого, к сожалению, очень много. Порядка 8 миллионов детей крутятся вот в этой информации, постоянно ее потребляют. В прошлом году мы все стали свидетелями того, что мы все жили онлайн, дети учились дистанционно, увеличилось количество и мошенничества, в том числе связанного с коронавирусом, увеличилось распространение недостоверной информации, то есть фейковых новостей. И мы каждый день все постоянно подвергаемся, не только взрослые, но, к сожалению, и дети, вот такой атаке со стороны негатива в социальных сетях. И здесь, конечно, нужно действовать по целому ряду направлений. Во-первых, нужно менять и реформировать дальше законодательство, потому что, к сожалению, оно у нас отстало, и социальные сети, технологии идут быстрее, чем развивается законодательство. Ну и второе — это, конечно, необходимость профилактики, профилактических мер. Мы полагаем, что необходимо рассказывать детям о том, как себя обезопасить в сети интернет, и такие уроки должны появиться в школьной программе. У нас есть такой опыт уже работы. Вот в прошлом году мы в 10 регионах провели акцию «Месяц безопасного интернета», где для всех школьников постоянно проводились в ходе этой акции специальные уроки, на которых наши волонтеры рассказывали не только о том, что хорошее есть в интернете и как можно использовать интернет с пользой, но и рассказывали о тех рисках, опасностях, с которыми ребята могут столкнуться в сети. Мы считаем, что, конечно, такие уроки должны войти в школьную программу и должны появиться во всех школах России. Согласен, Чем быстрее мы это вами, сделаем, да. тем лучше. Но порой, да, самому вывод напрашивается, что такие уроки нужны не только детям, но и родителям, потому что Конечно. то количество И людей, бабушкам с дедушками. да, потому что вот количество людей, которые попадаются и на мошенничество в интернете, их огромное количество, и среди них взрослые-то преобладают. И вот, кстати, вопрос Алексею Сергеевичу, как раз связанный с вот, хищением с банковских карт, порой чаще всего требуется, или наличие CVC-кода на обороте карты, чтобы легко там завладеть, но это кто там знает, номер это проще сделать. Коды из СМС запрашивают. А есть еще какие-то способы обмана и списания денег, которые используют мошенники? Ну, я уже вот ранее повторял об этом. Это когда человек хочет что-то приобрести на какой-либо там интернет-площадке, и связываясь с продавцом, продавец кидает ему некую ссылку, а потерпевший, проходя по этой ссылке, вносит номер своей банковской карты и CVV-код.
И таким образом с карты просто вычищаются денежные средства. Вот так называемые фишинговые методы. Ну и все, и добровольная выдача вот CVV-кода и также вот этих СМС-уведомлений. То Вот есть как раз вы хорошую тему затронули, это да, фишинговые ссылки на различные сайты. Вот Алексей Алексеевич, да, который... много ли таких было попыток создания фишинговых сайтов органов госвласти, к примеру, да, или там сайтов по продаже билета, или средств массовой информации? Вот вы как-то мониторите это, и есть ли какая-то информация? Алексея не слышно. По региональным нашим Вот, спасибо. республиканским органам власти, к сожалению, да, сетевые атаки, они постоянны для ресурсов, которые общедоступны, которые в сети интернет. А государственные ресурсы – это в первую очередь информационные ресурсы о республике, о состоянии экономики, экологии. Ну, вот такие официальные информационные порталы, интернет-ресурсы, как предоставление государственных услуг. Они все в сети интернет лежат, и да, на них постоянно идут атаки. По статистике за 2020 год более 7 тысяч событий высокой критичности мы фиксировали на электронные ресурсы правительства Республики Саха-Якутия. Это именно выборка событий высокой критичности, такие как сканирование, подборы паролей, инъекции какие-то пытались сделать. Реагируя на них, мы провели в прошлом году более 120 внутренних расследований, реагирования на инциденты информационной безопасности. Но хочу сказать, что утечки персональных данных мы не допустили. Спасибо большое. А вообще вот в целом как отличить вот эти... Алексей, а как отличить поддельный сайт от настоящего? Я вот просто буквально, ну, там, полгода, наверное, назад в Инстаграме видел как раз там хитрую ссылку, там, Сардана Авксентьева, глава города, объявила выплаты, там, сколько-то, 10 тысяч, заходи по ссылке. Вот как с этим бороться, как отличить-то? И ведь народ-то пошел, ведь и потом разочарованные были, и тогда Сардана Владимировна, я помню, даже опровергала сей факт, но были же те, кто попались. Самый простой прием – скопировать адрес ссылки и в каком-то из популярных поисковиков его набрать. Почти наверняка, если сайт нехороший, он будет очень похож будет на государственный ресурс с таким государственным каким-то доменом, но какая-то пара букв будет неправильно, будет вставлен пробел, точка или тире. Какая-то ошибочка будет все равно, потому что, как мы знаем, доменные имена известных компаний, они зарегистрированы и просто так переданы быть не могут. Поэтому самое простое, это очень легко ошибиться, вроде бы как хорошее название, там, ну, например, какой-нибудь Сбербанк, там, да, или правительственный сайт. Ткнул, перешел, а там, оказывается, зловред скачался и начал исполняться на телефоне и компьютере. И так далее, данные потекли. Но вот еще раз, самый простой пример, как это проверить. Скопировать адрес в адресную строку Гугла или Яндекса. Катерина, а вот вы фейки мониторили о ковиде, которые в 2020 году были, и вот в начале 2021, и какие они были, на что ссылались? Там, может, количество даже есть данные? Да, действительно, фейками мы занимались практически весь прошлый год. Кстати, одни из самых активных у нас волонтеров проживают на территории вашей республики Якутия. И ребята просто молодцы, выявляли достаточно быстро эту информацию, нам ее передавали. И в прошлом году мы обнаружили примерно 33 тысячи фейков за весь год. Это были фейки о коронавирусе, о вакцине и ходе вакцинации, об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и о едином дне голосования. Конечно, в общем массиве большая часть это были именно фейки о ковиде. Сейчас эта ситуация идет несколько на спад, хотя и мы продолжаем
мониторить. И с начала года мы обнаружили 3340 фейков именно о вакцине от коронавируса и о ходе вакцинации. И примерно 2315 фейков о коронавирусе в целом. Это с 10 января вот этого года. И большая часть фейков, она именно сейчас связана с вакциной, с ходом вакцинации. Очень много мифов, домыслов относительно этого процесса. Ну, например, у вас в Якутии очень активно распространялась информация о том, что после вакцинации тому, кто проходит вакцинацию, ставят некий штамп в паспорте. Безусловно, эта информация не соответствует действительности. Очень часто распространялся фейк о том, что в ходе вакцинации вы подписываете какой-то документ и даете согласие на медицинский эксперимент. Тоже очень популярный был видеоролик в WhatsApp, он гулял практически повсеместно. Сейчас мы видим, что идет некоторый спад фейков, и связано это с тем, что во многих регионах ограничения постепенно снимаются, ну и плюс те аккаунты, которые распространяли фейки, они переключились на другие темы, например, на распространение информации среди детей с призывами к участию в незаконных акциях и митингах. Именно эти же аккаунты, где и сообщества, и группы, где гуляли фейки о ковиде, именно там же опять начали появляться вот такие противозаконные материалы. Ну, вот, Алексей, вот Екатерина как раз Сергеевич, Екатерина рассказала про активность якутян, что мы такие молодцы, и волонтеры у нас хорошие, да? А вот мошенники в Якутии тоже такие же активные? Или чаще всего мы страдаем из иногородних или от товарищей, которые из мест не столь отдаленных, там целый офис Сбербанка уже открыли? Ну, вы знаете, у нас вот основная масса мошенничества вообще зарегистрирована, да, за счет вот других регионов. То есть, ну, действительно, мошенники сидят за пределами Республики Саха-Якутия. Но это не обязательно, что они находятся в местах лишения свободы. Нет. Такие колл-центры, это могут быть простые там, квартиры в Подмосковье съемные, там, состоящие там, из двух, и в которых находится 2-3 человека. Вот и все. А здесь у нас нет. Здесь у нас последний раз местные мошенники были зарегистрированы в 2019 году. То есть, ну, как правило, нас бомбят в основном это за пределами республики. Теперь, Алексей Алексеевич, да, какие личные данные чаще всего интересуют мошенников? И для чего? Ну, личные данные... Это я уже? Нет, это который Алексеевич, да. Прежде всего, конечно, это финансовые данные. Это реквизиты банковских карточек. Как вы знаете, для удобства пин-код не всегда надо вводить же, или смс-кой отвечать, когда небольшая сумма. Соответственно, завладев даже там, ограниченным набором, можно все деньги снять с карты маленькими кусочками. Конечно, существуют действующие службы безопасности банков, которые сомнительные операции отслеживают, но все равно можно попасться. Также интересуют сканы документов и паспортных данных, потому что с помощью них можно оформить кредиты, можно открыть юридическое лицо, то есть проснуться каким-то утром гражданин может и быть директором организации, на которой оформлены какие-то нехорошие сделки, либо кредиты взяты. Поэтому берегите свои персональные данные, фильтруйте, смотрите, кому вы их доверяете. Источники, точнее, получатели ваших данных должны быть надежными. Вот следующий вопрос Екатерине, да, вот вы часто приводили в своих выступлениях о том, что мы там активны очень. Вот у нас очень активен WhatsApp. Вот даже наша горячая линия принимает сообщения зрителей именно через этот мессенджер. А как определить фейк в WhatsApp? И что делать, если тебе прислали такое сообщение?
Ну, во-первых, WhatsApp сейчас поменял несколько правил и старается маркировать такого рода публикации, поэтому если вы получаете сообщение, а сверху написано там массово пересылаемое сообщение или часто пересылаемое сообщение, именно WhatsApp такая белая строчка, да? Раньше это называлось просто пересланное сообщение, а сейчас оно именно таким образом маркируется. Это должно сразу же насторожить. Второй момент относительно рассылки в WhatsApp. Там очень часто говорится, что внимание, просим репост, просим переслать другу, близкому, там, товарищу. Это тоже такой значок, еще один. Третий момент. Если не говорится просьба о максимальном распространении, то обычно говорится, что эту информацию нужно держать в секрете, потому что это великая государственная тайна, которую чиновники стараются скрыть и не допустить утечки информации. Конечно, каждый человек, который такое сообщение прочитает, он всегда поспешит его распространить среди своих знакомых и близких. Ну, так мы все с вами устроены. Еще один момент, который всегда присутствует в любом фейке, это упоминание какого-то ответственного лица или какой-то организации. Ну, например, в фейке пишется, что там ту или иную информацию сообщили в полиции. Мы с вами мы же знаем, что существует полиция. Мы не опровергаем с вами существование полиции. Мы знаем, что по улице ходят полицейские. И когда мы это видим вот в этом конкретном сообщении, наша психика начинает работать, как бы отключается критический анализ этой информации. Мы начинаем уже дальнейший текст воспринимать как реально существующую информацию. И очень важно обратить на акценты, как сделано в этом сообщении. Если сообщение эмоциональное, особенно если это какой-то аудиофайл, да, что тоже часто пересылается в WhatsApp, там если делать и внимательно слушать это сообщение, то очень часто видна склейка, монтаж. Очень слышно часто детские голоса на фоне. Ну, это тоже делается сознательно, чтобы как бы создать эффект реальности некоторый. И чаще всего, конечно, все эти фейки, они распространяются в очень таком эмоциональном ключе. Человек старается нагнетать ситуацию, нагнетать панику. И самый важный момент – это то, что если взять этот текст, который вам пришел, или прослушав аудиосообщение, вбить эту информацию в любой поисковик, то вы не найдете вообще никакого свидетельства, ни одного следа этой информации, и это должно первым образом всех насторожить, потому что нет никакой заинтересованности ни у кого, ни у каких ни чиновников, ни у средств массовой информации скрывать ту или иную информацию. Спасибо И большое, чаще Екатерина, всего это будет фейк. Да, спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии были гости, заместитель директора Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Алексей Алексеевич Красильников, заместитель начальника отдела по противодействию преступлениям с использованием информационных технологий Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия Алексей Сергеевич Мударисов и директор Федеральной лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина специально к нам подключилась из Москвы. Хочется сказать еще раз спасибо нашим гостям за ответы, зрителям за активность, ведь все вопросы были собраны непосредственно от вас. Ваша активность в интернете позволила их скоммуницировать и представить сегодня на общее обозрение. Безопасного вам интернета в первую очередь. Ну а завтра в программе Ирина Ефимовна поговорит с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрием Берниковым. Поговорит они о строительстве Ленского моста. Так что оставайтесь вместе с нами, с каналом Якутия-24. Всем приятного вечера. Пока-пока.